С 28 июня по 3 июля этого года состоялась фольклорно-лингвистическая и этнографическая экспедиция в Тетюшский район Республики Татарстан, организованная научно-исследовательским институтом гуманитарных наук при правительстве Республики Мордовия. В этой экспедиции приняли участие сотрудники института и Республиканского краеведческого музея имени Ивана Дмитриевича Воронина. Задачей экспедиции стал сбор материала по мордовскому населению Республики Татарстан, а именно населению Тетюшского района. Участники экспедиции посетили 5 сел, населенных мордвой Мокше и мордвой Эрзи. Задачей экспедиции стал сбор документального и вещевого материала по бытовой, материальной культуре, обычаям и обрядам населения, по языку, фольклору. Задачей сотрудников Республиканского музея стал сбор не только устного и документального материала, но материала предметного, необходимого для пополнения коллекции по мордовскому населению, проживающими за пределами нашей республики. Предметный материал был собран в 5 селах. 4 из них населены мордвой Мокше. Это Гильдюшево, Кадышево, Урюм и Киртили. В селе Бессоново проживает мордва Эрзи. В этих селах были собраны образцы ткачества местного населения. Несмотря на то, что ткать здесь перестали уже в конце 60-х годов, во многих семьях можно еще найти образцы домашнего ткачества, как, например, вот эта заготовка для шитья юбки. На самотканую юбку требовалось 6 длин, то есть 6 точей такой пестреди, красной или синей. Так как основной обувью населения были лапти, то портянки для них ткали в каждой семье. Мы привезли образец зимних портянок, толстые и диагонального переплетения. Если пестрец и ткань для портянок уже давно вышла из употребления и стала скорее историей, то домашний текстиль продолжает украшать каждую избу. Прежде всего, это полотенца, которыми оформляют красный угол с иконами. В 30-е годы вышивка полотенец выполнялась чаще всего в тамбурной технике. А вот в 50-е и 60-е годы в моду вошла вышивка крестом. Дополнительным декором таких полотенец было кружево, вязаное или покупное. Говоря о традиционном костюме местных жителей, следует отметить, что женский костюм, конечно, претерпел изменения с 30-х по 80-е годы, но, тем не менее, общий его силуэт остался прежним. На смену домотканой юбке пришла юбка из фабричной ткани. В основном это сатин, изначально однотонный, с декоративными полосами по низу юбки. По линии талии она присборивалась крупными, заложенными в одну сторону складками и придавала юбке такой трапециевидный красивый силуэт. Юбки носили с кофтами. Кофта надевалась на выпуск. Особенностями ее были застроченные от плеча до талии защипы, причем отстрочка велась контрастными нитками. Такие же защипы украшали и спинку. Ворот кофты отделывался отложным воротником, рукава были длинные, на манжете, либо без манжета. Дополнялся костюм передником и, конечно, головным убором. Головной убор надевался не сразу на волосы, а на волосник, который назывался чехлик. Чехлик имел форму мягкой округлой шапочки, поверх которой повязывался головной платок. В празднике это могла быть красивая белая шаль с шелковыми кистями. Будничный платок мог быть любым, темным или светлым.
Местные жители очень бережно относятся к своим обычаям и обрядам. В селах сохранились поминальные и похоронные обряды. На кладбищах можно увидеть деревянные кресты с вырезанными на них родовыми знаками. На Троицу кладбище продолжает украшать свежей зеленью. На площадке для проведения фольклорных праздников в селе Кильдюшеве установлена скульптурная композиция, на фоне которой происходит республиканский фестиваль мордовской культуры «Валда Шимес» или «День летнего солнцестояния». На это торжество съезжаются мордовские творческие коллективы со всей России. Сохранением и популяризацией местной традиционной культуры занимаются сотрудники школ и библиотек. При школах и библиотеках этнографические музеи, небольшие краеведческие уголки рассказывают о бытовой культуре населения, начиная с конца XIX века и до 70-х-60-х годов века XX. Пищевой материал, собранный в этих музеях, позволяет дать общую характеристику промыслам, основным занятиям местного населения, говорить о их бытовой культуре, проследить о том, как менялась жизнь местного населения от начала XX века до 1990-х годов. Конечно, за те несколько дней, что мы были в экспедиции, сложно собрать подробный и объемный материал, но некоторые выводы по особенностям жизни населения Тетюшского района сделать уже можно. И кроме того, в музее появилась коллекция костюма мордвы Тетюшского района Республики Татарстан, которая пополнит коллекцию по мордве, проживающей за пределами нашей республики.